3 охранника, 2 водителя и 3 ловца, 11 человек. 11 человек и содержите 600 собак. Больше. Вот сейчас зимой будет 700-800. Единственные тогда в городе, да? Конечно, да. Я-то думала, тут несколько организаций. Ну, одни. А город чем помогает? Ничем. Здравствуйте, уважаемые жители Якутска, республики. Мы сегодня приехали в пункт передержки города Якутска с Иваном Петровичем. Значит, мы с командой решили в этом году сделать безотходное производство в рамках нашего благотворительного фонда «Шишкин дом». Так как после строительства остаются обрезки, доски, наши проектировщики запроектировали будки. И сегодня мы хотели бы торжественно вручить. Нет, знаете, я что думаю, даже не мэрия, не город, а жители Якутска должны помогать. Мало приходят. Да, тут же 500 000 человек. Приходят, знаете, школьники, да, как бы. Мы устраиваем, вот сейчас в субботу, в эту, наверное, в эту субботу, вот накануне праздника животных, да, там, будки утепляли, сено ложили, шторки вешали, это школьники, а пришли родители, будки прям колотили из нашего материала, прям со своим инструментом, с пилой, там, с шуруповертом, со своими саморезами, с своим материалом, как бы, да. Потом же муж с женой, как-то семья приехала, тоже они сами по себе будку сколотили. Оксана прям там написано. Пока запланировали 20 будок, сейчас готовы 10, мы к вам еще привезем. Ну вот зимой мы сейчас, ноябрь, декабрь, январь, февраль, собак выпускать не будем. То есть в эти морозы нет. Они здесь перезимуют, а потом, когда тепло будет. Да, весной есть энная группа волонтеров, которые занимаются передержкой собак, да. Пришла собака, мы ее сфотографировали, в Инстаграм выставили. То есть даем рекламу Москва, Питер. Они увидели. Звонят мне, говорят, Займ, такую собаку можно взять? Можно взять, может. Нашли ей хозяина, и мы туда отправляем. И наша собака якутская улетает очень в Москву. Они их очень хвалят. Наших якутских собак очень хвалят. И они не понимают, почему у наших люди выкидывают собак. А почему они не понимают, потому что очень умные собаки у нас. Мы благодарим своих клиентов. Они внесли большую лепту для строительства вот таких будок. Как в предыдущем сказали, то что мы именно делаем безотходное производство. И вот именно из отходов материалов, да, из дерева, из досок, из кусочков металла и черепицы, из кусочков утеплителя. Вот мы приготовили 10 будок. Мы еще планируем 10, в целом 20 в этом году. Вот. Но помогаем братьям нашим меньшим. И благодарим свою команду, то, что они поддержали нас, нашу идею. Вот. Ну и в будущем будем помогать. И, дорогие подписчики, от вас ждем, вот, чем можно помочь именно вот нам, строителям, братьям нашим меньшим. Я бы хотела вас познакомить с проектировщиком этих будок, да, Майя у нас проектировщик с высшим образованием, которая проектировала дома, поддержала, помогла, организовала процесс, да. В заключение я бы хотела сказать, что присоединяйтесь к нам, дорогие горожане, жители республики. Также хочу пригласить других предпринимателей. Давайте вместе помогать нашим друзьям.